Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с вами решать задачи на конденсаторы. Если на прошлом занятии мы с вами решали задачи из ЕГЭ 11 класса с использованием закона сохранения энергии, закона сохранения заряда, то мы продолжаем решать эти же задачи, но будем уже рассматривать задачи олимпиадного уровня. Первые две задачи, которые мы сегодня с вами рассмотрим, они были предложены на вступительных испытаниях в МГУ. Остальные задачи, которые мы с вами будем рассматривать, это задачи с финала Олимпиады физтех 11 класса. Итак, да, кстати, после каждого занятия хочу вам напомнить, что вы можете порешать тесты, проверить свои знания, а, как вы, в общем-то, разобрались вот в этой теме. Итак, первая задача. Смотрим внимательно на электрическую схему. Что мы здесь видим? Два источника, ЭДС-1, ЭДС-2, ЭДС-1 5 вольт, ЭДС-2 6 вольт. Источники не идеальные, они имеют внутреннее сопротивление, причем оно одинаковое и равно 1 Ом. Для простоты я эти сопротивления источников вынесла за пределы этого источника. Дальше. Что здесь еще известно? Емкость конденсатора 200 микрофарад и сопротивление вот этого резистора R10 Ом. Ключ находится в положении 1 длительное время. Ребята, очень важный момент – длительное время. Да, ключ находится в положении 1. Что это означает, что длительное время? Ну, давайте посмотрим внимательно. Когда мы замкнули ключ в положении 1, то конденсатор начинает заряжаться. Правильно? Верхняя пластина положительно, нижняя отрицательно. Идет ток зарядки. И как только конденсатор полностью зарядился, то тока в цепи уже не будет. Все, конденсатор уже будет размыкать эту цепь. Тока не будет. Ну, ребят, давайте посмотрим, чему будет равно напряжение на пластинах конденсатора уже в восстановившемся режиме. Смотрим, да, что у нас конденсатор подключен к источнику с ЭДС-1, и, следовательно, напряжение на пластинах будет равно тоже ЭДС-1. Итак, разобрались, да? Ну, также можно здесь рядышком где-то на схеме показать, что заряд на пластинах, на каждой из пластин этого конденсатора будет Q1. Что дальше происходит? А дальше ключ перемещают в положение 2. Итак, переместили ключ в положение 2. Вопрос, какое количество теплоты выделится вот на этом резисторе в момент переключения ключа из положения 1 в положение 2. То есть вот еще раз, да, давайте посмотрим, что нам нужно найти количество теплоты, которое выделится на вот именно вот этом резисторе, ребят, на этом резисторе после переключения в положение 2. Давайте рассмотрим. Ну, не поленимся, так скажем, нарисовать схему, когда, и посмотрим, что у нас будет происходить, когда ключ находится в положении 2. Значит, в положении 2 здесь можно уже не рисовать этот источник ЭДС-1. Так, резистор R. Так, конденсатор емкостью С. Так, и теперь конденсатор у нас будет подключен к источнику с ЭДС-2. Вот к этому источнику, да, ЭДС-2. Что будет происходить у нас тогда с конденсатором? Он начнет перезаряжаться. Он начнет у нас перезаряжаться, и пойдет какой-то ток, естественно, кратковременный, пойдет через вот этот, естественно, резистор R и через вот этот, да, резистор R маленькая. И, естественно, при прохождении тока эти резисторы нагреются и выделят какое-то тепло. Нас же интересует, какое количество теплоты выделится именно вот на этом резисторе R, да, большое. Итак, когда конденсатор полностью перезарядился, то есть тока уже здесь не будет, да, то ну, давайте
отметим, что напряжение на пластинах этого конденсатора, как мы видим, будет равно ЭДС источника, ЭДС-2. То есть это, еще раз повторяю, это в восстановившемся уже режиме, когда все, конденсатор уже перезарядился, да, и тока здесь уже не будет, да, в цепи никакой заряд не пойдет. Конденсатор тогда приобретет какой-то уже другой заряд, потому что напряжение другое, емкость такая же, да, конденсатор такой же, но напряжение другое, оно уже стало больше, да, было 5 вольт, стало 6, естественно, и заряд поменялся, да, на пластинах, стал какой-то Q2. Вот, хорошо. Но как мы обычно находим количество теплоты? Используем закон сохранения энергии. Ну, давайте вспомним этот закон еще раз из прошлого занятия. Итак, в начале, давайте смотреть, был ли у нас заряжен конденсатор. Конечно, да. И давайте запишем энергию этого заряженного конденсатора. Итак, энергия электрического поля конденсатора равна С ЭДС1 в квадрате пополам. Это мы рассматриваем вот это первое положение, первое состояние. Когда мы переместили ключ в положение 2, то посмотрите, мы конденсатор подключили уже к источнику с ЭДС-2. Да? И еще раз повторюсь, что конденсатор стал перезаряжаться, и, естественно, в момент перезарядки через резисторы, вот эти, да, и через источник тока пошел заряд. Следовательно, сторонними силами была совершена работа внутри источника. Поэтому, естественно, пишем, что у нас в левой части нашего закона сохранения энергии будет работа источника, а точнее работа сторонних сил по перемещению заряда внутри источника. Хорошо. Дальше равно. Рассматриваем конечное теперь положение, конечное, да, наше состояние, то есть когда ключ находится в положении 2. Конденсатор заряжен до напряжения ЭДС-2, равно ЭДС-2. Значит, энергия электрического поля конденсатора будет равна С ЭДС-2 в квадрате пополам. И плюс, надо забывать, выделилось количество теплоты. Но это количество теплоты, ребята, оно выделилось, еще раз повторяю, как на этом резисторе, так и вот на этом. А нас интересует, какое количество теплоты выделилось на вот этом резисторе R большое. Так, ну мы можем найти это количество теплоты, все, да, общее, а потом найти тепло на резисторе R. Хорошо, давайте распишем работу сторонних сил внутри источника. Вспомним, как мы эту работу находим. Работа внутри источника равна дельта Q умножить на ЭДС источника, ЭДС-2. То есть мы ключик переместили в положение 2, да, и у нас уже конденсатор соединен вот с этим источником, да, с ЭДС-2. Хорошо. Как найти, какой заряд дельта Q прошел через этот источник? А это мы можем найти, если посмотрим, как менялся заряд на пластине конденсатора, на одной из пластин конденсатора. То есть вначале на пластине был заряд Q1, так, до переключения, после переключения в положении 2 заряд на пластине стал равен Q2. Поэтому вот эта разница зарядов Q2 минус Q1 и будет дельта Q, то есть тот заряд, который прошел внутри источника, умножить на ЭДС-2 равно. Ну, давайте дальше распишем, чему равны эти заряды. Давайте вспомним, как найти заряд Q2 и заряд Q1. Заряд Q2 на пластинах мы найдем емкость конденсатора на напряжение между пластинами конденсатора, то есть С умножаем на ЭДС-2 минус заряд в начале, как мы найдем начальный, да, Q1 это емкость конденсатора С на напряжение между пластинами конденсатора ЭДС-1. То есть С умножить на ЭДС-1. Дальше это нужно умножить еще, не забываем, на ЭДС-2. Вот чему равна работа источника. Так.
эту работу мы подставляем, вот это выражение этой работы подставляем сюда, в закон сохранения энергии, и таким образом мы можем найти вот это вот количество теплоты. Так, ну, если мы преобразуем, ну, мы получим, что Q равно c пополам умножить на EDS1 в квадрате минус EDS2 в квадрате плюс EDS2 умножить на c в скобочках EDS2 минус EDS1. Ну, можно, конечно, тут еще кое-что преобразовать или оставить так. Хорошо, смотрите, то есть вот это количество теплоты мы с вами можем найти, да, мы можем рассчитать, нам все здесь известно. Но мы что за тепло найдем? Мы найдем тепло, которое выделится в момент перезарядки этого конденсатора на резисторе R и R маленькое. Да? Ну, R маленькое — это внутреннее сопротивление источника. Нас спрашивают, сколько тепла выделится на этом большом резисторе. Давайте смотреть, как у нас эти резисторы, ребят, соединены. Конденсатор, резистор, источник, источник у нас соединены последовательно. Да? Последовательно. Давайте вспомним, закон Джоуля-Ленца. Как найти количество теплоты. Q равно I квадрат на R умножить на время, tau, да? Время протекания тока. Дело в том, что у нас последовательно, да, здесь соединение, и ток через вот эти резисторы, естественно, пойдет одинаковый, да, равный, допустим, и он, ну, понятно, что этот ток будет меняться. Что мы видим, да? Ну, также мы можем найти и количество теплоты, которое, допустим, здесь Q1, здесь Q2, давайте обозначим, которая выделится на, допустим, резисторе вот этом R маленьком, и квадрат на R маленькое на tau. Что мы видим? Мы видим, что вот это количество теплоты, оно прямо пропорционально сопротивлению, правильно? Так вот, теперь самый основной момент, ребят, самый основной момент. Давайте вот сюда запишу. Нас интересует, какая часть тепла от всего вот этого вот тепла, от этого, да, выделится именно на резисторе большом, сопротивление которого 10 Ом. Так как Q прям пропорционально сопротивлению, то мы R, сопротивление, так, этого резистора, делим на сумму вот этих сопротивлений R плюс R малое, так, и умножаем на Q. То есть, другими словами, посмотрите, мы нашли, какая часть от всего вот этого тепла выделится именно на резисторе R большое, на резисторе вот этом R. Все, в принципе, вся задача. Осталось только лишь подставить наши значения и найти вот это количество теплоты. Ребят, ответ, ну, давайте я здесь запишу, вы можете потом сами математикой заняться, посчитать, проверить правильность ответа. Количество теплоты, выделившееся на вот этом сопротивлении, 10 Ом, будет равно 1,1 на 10 минус второй степени джоуля. Так. Ну, обратите внимание, это маленькое, небольшое совсем количество теплоты. То есть не сильно нагреется у нас совсем этот резистор. Так, вот. Хорошая такая задачка. Давайте рассмотрим еще одну задачу, которая была предложена на вступительных заданиях в МГУ. Так, смотрим. Вот такая вот уже интересная схемка. Давайте внимательно ее изучим, что здесь нам дано. Резистор с сопротивлением R. Сопротивление резистора, ребят, я здесь не написала, давайте допишу. Сопротивление этого резистора 4 Ом. Дальше нам известны емкости вот этих конденсаторов. Емкость С1 1 микрофарад, емкость второго конденсатора 2 микрофарада. Как мы видим, источник
с ЭДС 10 вольт и внутренним сопротивлением 1 Ом. Внутреннее сопротивление источника, для простоты я, вот, в общем-то, вынесла его, да, за пределы этого источника. Так, теперь обратите внимание, что здесь имеется в цепи ключ. Итак, ключ в начале длительное время был замкнут. Итак, ключ в начале длительное время был замкнут. Ну, давайте покажу, что вот в начале ключ был замкнут, да, длительное время. Что значит длительное время? Длительное время это означает, что конденсаторы, да, какие-то конденсаторы зарядились. То есть, ну, вот длительное время какое-то, да, что если есть у нас конденсатор, то значит через длительное время да, у нас зарядился полностью. А далее этот ключ размыкают, то есть ключ размыкают, и вопрос, какое количество теплоты выделится в схеме после размыкания ключа. Значит, ключ замкнули, потом его разомкнули. Какое количество теплоты выделится после размыкания ключа? Ну, давайте вначале, наверное, посмотрим, а что будет происходить при замкнутом ключе, а потом посмотрим, что будет происходить при разомкнутом ключе, когда ключ разомкнули. Будут ли у нас конденсаторы заряжены? Что будет происходить с этими конденсаторами? Ну вот давайте так, все по порядку. Итак, внимание, смотрим сюда. Пойдет ли ток цепи? Так? Ну, конечно же, ток пойдет вот таким вот образом. Посмотрите, вот он пойдет через резистор R большое, через вот этот резистор R малое. Да? Давайте я этот ток обозначу через И нулевое. Вот этот ток, вот он идет у нас таким образом, да, ток И нулевое. Ну или общий ток, да, обозначим его так. Кстати, этот ток мы можем найти. Ну, давайте мы его сразу можем, в принципе, и записать, используя закон Ома, чему этот ток будет у нас равен. Итак, закон Ома для полной цепи. ЭДС источника делим на сумму сопротивлений. R плюс R малое. Да? У нас последовательное соединение этих резисторов. Да, хорошо. То есть этот общий ток, в принципе, мы его знаем, да, мы его можем найти. Теперь давайте дальше рассуждать. Будет ли у нас решен конденсатор С1 и конденсатор С2? Давайте рассмотрим сначала конденсатор вот этот, да, первый. Он у нас, этот конденсатор, параллельно соединен с резистором R. Через резистор R пойдет у нас ток вот этот И нулевой. Следовательно, на резисторе R напряжение, давайте я обозначу напряжение на вот этом резисторе, будет равно сопротивлению резистора умножить на этот общий ток. Так как у нас резистор и конденсатор соединены параллельно, соединение параллельное, следовательно, напряжение на резисторе будет равно напряжению на вот этом первом конденсаторе. И давайте еще раз я запишу. Это напряжение, да, оно будет равно сопротивлению резистора на И нулевое, то есть на ЭДС, делить на вот это полное сопротивление. Хорошо. Следовательно, раз на конденсатор падает напряжение, естественно, он будет у нас, этот конденсатор заряжен. Так? Напряжение на его пластинах, вот мы знаем, да, вот оно чему равно. Хорошо. И ну, давайте также я так, наверное, ну, хорошо, давайте так пока это оставим. Давайте теперь рассмотрим второй конденсатор. А что у нас будет происходить со вторым конденсатором? Будет ли у нас заряжен этот конденсатор? Смотрите, вот этот конденсатор второй, он замкнут просто, ну, вот замыкается вот таким проводником.
или закорачивается, да, вот таким вот проводником, обычно считают, что сопротивление проводов равно нулю. А раз, смотрите, сопротивление вот этого провода равно нулю, так, следовательно, напряжение на концах этого вот провода будет равно нулю. А значит, и напряжение на этом конденсаторе тоже равно нулю, а следовательно, конденсатор этот не будет у нас заряжен. Вот. Ну, вот это тоже важный момент, что напряжение на втором конденсаторе будет равно нулю. Ребят, я здесь не буду, да, расписывать подробно, что и как, да, я еще раз это проговорю, так как конденсатор у нас замкнут вот таким проводником, сопротивление которого ноль, а следовательно напряжение на концах вот этого, естественно, проводника тоже ноль, да, разность потенциалов напряжения ноль, а следовательно и на вот этом конденсаторе тоже напряжение будет ноль, он не зарядится. Так, вот такой вот важный момент. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим следующую ситуацию, когда ключ разомкнули. Так, это была первая ситуация, да? Теперь вторая ситуация, ключ разомкнули. Ну, давайте эту картиночку с вами изобразим, что произойдет. Так, вот у нас резистор с сопротивлением R. Так, конденсатор емкостью C1. Так, источник ЭДС с внутренним сопротивлением R. И еще второй конденсатор емкостью C2. Итак, разомкнули ключ, поэтому я здесь, раз здесь цифра замкнута, этот провод я уже не буду изображать. Давайте подумаем, посмотрим, будет ли здесь ток, пойдет ли ток. Нет, конечно, да. Смотрите, то есть в установившемся режиме, то есть мы когда ключ разомкнули, понятно, что как-то конденсаторы начали там перезаряжаться, да, пошел какой-то ток. Пошел какой-то ток, а, и вот нам нужно и найти, да, раз ток пошел в цепи, то он пошел через какие-то там резисторы, и, следовательно, выделилось количество теплоты. Вот это тепло нам нужно и найти при разомкнутом ключе, когда ключ разомкнули, после размыкания ключей. Так вот, давайте рассмотрим уже установившийся режим, то есть когда уже все, тока нет. Давайте смотреть, будут ли у нас конденсаторы заряжены. Смотрите, вот ток не пойдет, да, в цепи. Тока не будет, потому что эти конденсаторы, они размыкают цепь. Между обкладками, еще раз напомню, находится диэлектрик. Значит, тока нет. Давайте я запишу здесь, что ток равен нулю в этой цепи. Везде, да? Следовательно, смотрите, у нас первый конденсатор, он соединен с резистором, вот с этим вот резистором. А здесь напряжение на резисторе у R в данном случае будет равно нулю, потому что тока нет, да, и напряжение 0. А так как этот резистор параллельно соединен с первым конденсатором, следовательно, и напряжение на первом конденсаторе УЦ1, давайте я так обозначу, тоже будет равно нулю. Следовательно, заряда, да, на этом конденсаторе не будет, он не будет заряжен. Значит, этот конденсатор не заряжен. Давайте смотреть, что со вторым конденсатором. А вот второй конденсатор, посмотрите, да, он, естественно, зарядится, да, он уже, ну, этот, допустим, конденсатор можно уже, раз нам как бы не нужен, его можно, не заряжен, его вообще можно убрать, да, и не рассматривать из цепи. И получается, что вот этот конденсатор C2, он будет соединен с источником, вот этим, и напряжение, которое будет падать на пластину вот этого второго конденсатора, оно будет равно ЭДС. То есть второй конденсатор, он будет у нас заряжен.
естественно, заряд какой-то будет, да, на пластину. Так. Вот. Ну, кстати, здесь можно показать вот на этой схемке, что здесь, допустим, это у нас плюс, да, получается, здесь минус, а здесь какой заряд будет, здесь минус, здесь будет плюс, да, показать, что этот конденсатор заряжен, этот нет, да, здесь заряда нет. Вот, теперь мы можем записать закон сохранения энергии для того, чтобы найти количество теплоты, которое, в общем-то, выделилось в цепи после размыкания ключа. Итак, закон сохранения энергии. Смотрим. У нас в начале вот этот конденсатор был заряжен в начале, да, до размыкания ключа. Энергия вот этого конденсатора, давайте вспомним формулу, С1, емкость конденсатора на напряжение. Кстати, а какое же напряжение было вот на этом конденсаторе? Давайте вспомним, чему равно было напряжение на этом конденсаторе. А вот оно чему было равно, да, вот мы его с вами нашли. Вот. Оно равно напряжению на этом резисторе. То есть, давайте так, я запишу, умножить на ОС1 в квадрате и делить пополам. Напряжение, вот оно, да, мы его можем найти. Хорошо, дальше идет работа источника, а точнее работа сторонних сил внутри источника. Смотрите, мы когда ключ переместили в положение, когда ключ, точнее, мы разомкнули, ключ разомкнули, да, то обратите внимание, что у нас эти конденсаторы, мы их не отключили от источника. Они у нас остались подключенными, значит, в момент размыкания ключа, понятно, да, как я уже говорила, пошел какой-то кратковременный ток. В момент перезарядки этих конденсаторов плюс, следовательно, добавляется работа источника, плюс работа источника. Смотрим на вторую схему, ребят, это обязательно, да, что в момент размыкания, да, у нас конденсаторы подключены к источнику, посмотрите, соединены, точнее, да, с источником. Поэтому, естественно, будет работа, да, источника. Через источник пойдет заряд. Равно. Теперь смотрим конечное положение, что в конечном уже положении у нас только второй конденсатор заряжен, этот не, первый нет. Так, энергия этого конденсатора С2 на напряжение здесь будет равно ЭДС источника в квадрате пополам. И плюс, не забываем, количество теплоты, которое выделилось в момент размыкания ключа. И вот это мы, в принципе, можем найти. Ну, давайте распишем работу источника. Так, работа источника. Давайте, так, где-то, ну, давайте вот здесь, да, я запишу работа источника. Это дельта Q на ЭДС источника, на ЭДС. Где? Что такое дельта Q? То есть дельта Q — это какой заряд прошел через источник в момент размыкания, да, когда разомкнули ключ. Еще раз напомню, как мы находим, какой заряд прошел через источник. Смотрим, как изменялся заряд на пластине конденсатора. Смотрите, берем второй конденсатор. Заряд в начале, да, когда ключ был замкнут, был равен нулю. Так, давайте так, здесь я обозначу, что Q1 было равно нулю. А далее, когда разомкнули ключ, заряд на пластинах этого же конденсатора стал равен Q2. Q2. Поэтому Q2 минус Q1 умножаю на ЭДС. Q1, еще раз повторяю, равен нулю. Так, равно. Давайте найдем заряд вот этот Q2. Q2, то есть заряд на втором конденсаторе после размыкания ключа, мы найдем как емкость конденсатора C2, да, на напряжение между пластинами, которое равно ЭДС. И еще раз надо умножить на ЭДС, то есть ЭДС в квадрате. Вот мы нашли работу внутри источника. Ну и теперь просто подставляем это выражение сюда и получаем закон сохранения энергии. С1 у
c1 в квадрате пополам плюс c2 ЭДС в квадрате равно c2 ЭДС в квадрате пополам плюс Q. И вот отсюда мы можем выразить вот это количество теплоты. Дальше пошла математика уже, которой бы мне не хотелось заниматься. Я лишь только запишу ответ, который должен получиться в задаче. Вот это тепло, которое выделится после размыкания ключа, равно 1,32 на 10 минус 4 степени джоуля. Вот это ответ. Так. Ну, хорошая такая задачка. Она позволяет тоже многие вещи осмыслить. Вот. Так. И правильно использовать закон сохранения энергии. Так, давайте немножко будем усложняться. Следующая задача, она будет из Олимпиады уже физтех. Так, это Олимпиада, это задача из Олимпиады 2016 год. Ну, давайте я сюда отмечу, да, чтобы знать, можно эту задачку найти. Итак, задача, еще раз, финала Олимпиады физтех 2016 года. Я взяла такую несложную для начала задачу. Дальше, конечно, будут задачки уже сложнее идти. Итак, дана вот такая электрическая схемка. Давайте мы ее изобразим. Значит, источник с ЭДС, он нам дан. Так, дальше резистор. Тут два резистора. Так, первый резистор имеет сопротивление R, второй резистор сопротивление 3R. Так, здесь еще ключ. Вот такой ключик еще. Теперь параллельно вот этому резистору 3R подключен конденсатор емкостью C. Так. Емкость конденсатора, давайте покажем, нам тоже известно. Итак, давайте запишем, что нам дано. Значит, нам дано вот то, что показано на вот этой схеме, это нам все известно. Кстати, источник у нас идеальный. Внутреннее сопротивление равно нулю. Итак, нам известно сопротивление R большое. Ну, понятно, что 3R. Емкость конденсатора и ЭДС источника. Так, вначале ключ у нас замкнут. Итак, ключ длительное время, и пишу сюда замкнут. Что значит ключ длительное время замкнут? Да? Ну, это означает, что конденсатор у нас полностью зарядился, да, за это время. Итак, теперь что найти? Тут 3 вопроса в задаче. 3 вопросика. Первый вопрос. Найти напряжение на вот этом конденсаторе при замкнутом ключе. Итак, значит, напряжение на конденсаторе при замкнутом ключе. Это первый вопрос, он достаточно простой. Второй вопрос. Найти ток через источник сразу после размыкания ключа. Итак, найти ток через источник. Обратите внимание на очень важную фразу «сразу». Сразу, вот это я прям подчеркиваю это слово, сразу после размыкания ключа. Итак, найти ток через источник сразу после размыкания ключа. И третий вопрос. Найти, какое количество теплоты выделится в цепи после размыкания ключа. В цепи после размыкания
ключа. Так, вот 3 вопроса, за каждый из которых дается какое-то количество баллов. Итак, а, ребят, я думаю, мы не будем жалеть с вами бумаги, поэтому рассмотрим. Первая ситуация, когда ключ был длительное время замкнутый, нарисуем эту схемку, посмотрим, здесь что будет происходить. И потом вторая схема — это когда разомкнули ключ, да, и нам нужно найти ток сразу после размыкания. Это уже вторая схема. Итак, значит, вначале у нас, еще раз повторяю, ключ был замкнут длительное время. Так, давайте так, наверное, я сделаю. У меня места здесь не очень много, поэтому давайте я вот на этой же схеме, которую я изобразила, да, вот этот ключик замкну. Итак, то есть когда вот давайте представим, вы замкнули ключ, и что будет происходить? Будет происходить то, что конденсатор начнет заряжаться. Ну, правая пластина плюс от источника, да, левая минус. То есть ток пойдет у нас и через, так скажем, да, заряд потечет вот сюда, да, ток зарядки пойдет, да, ток зарядки пойдет на конденсатор, и ток пойдет через резистор. Так? Как только конденсатор полностью у нас зарядится, все, тока здесь уже не будет, да, вот в этой части. Как ток пойдет? Ток пойдет через вот эти резисторы 3R и R. Ну, давайте покажем. Обозначим это как ток И нулевое. Вот этот ток, вот он пойдет, да. А, еще раз повторяю, это ключ замкнут и при установившемся состоянии. Этот ток мы можем, кстати, найти и нулевое. Закон Ома. ЭДС источника делим на полное вот это сопротивление. 3R плюс R, это у нас будет 4R. Хорошо. Нас спрашивают найти напряжение на вот этом конденсаторе. Так? Но мы видим, что этот конденсатор, он параллельно соединен с резистором 3R. Следовательно, давайте здесь отмечу, что напряжение на конденсаторе будет равно напряжению вот на этом третьем резисторе У3R. А напряжение вот на этом резисторе мы можем найти, используя закон Ома для участка цепи. Ток, который протекает через этот резистор И нулевое, сопротивление этого резистора 3R. Итак, мы нашли напряжение на вот этом третьем резисторе, и, следовательно, такое же напряжение будет на конденсаторе. Ну, подставляя сюда выражение тока, вот это, да, давайте мы это подставим, получается ЭДС умножить на 3R и делить на 4R. R сокращается, остается 3/4 ЭДС. 3/4 ЭДС. Так. Итак, мы ответили на первый вопрос нашей задачи. Так, хорошо, теперь второй вопрос. Найти, какой ток пойдет через источник сразу после размыкания ключа. Так, давайте все-таки я еще раз эту схемку нарисую. И рассмотрю именно тот момент, когда сразу разомкнули ключ. Итак, ключ разомкнули. Так. Так, у нас источник ЭДС, сопротивление R, здесь у нас будет 3R и емкость конденсатора С. Смотрите, что происходит. Как только мы ключ, именно вот в момент размыкания ключа, ток, естественно, у нас уже сюда не пойдет. Да? Смотрите, ток не пойдет через 3R. Да? Этот ток, он у нас пойдет куда? Вот сюда. Да? Потому что конденсатор здесь заряжен. Давайте так, плюс, минус, да? Отметим. И
Вот такая вещь, которую бы желательно осмыслить и запомнить. Дело в том, что, когда мы ключ разомкнули, у нас конденсатор, смотрите, он не начнет сразу разряжаться. Он не может, конденсатор, он не может мгновенно зарядиться и мгновенно разрядиться. Для того, чтобы он зарядился или разрядился, ну, начал, да, разряжаться или начал заряжаться, для этого, ну, какое-то время должно пройти, так? Поэтому, как только мы разомкнули ключ, у нас вот этот ток пойдет вот сюда. Напряжение, конденсатор, еще раз повторяю, не может мгновенно вот тут же разряжаться, да? Для него нужно какое-то время. Поэтому в момент размыкания ключа напряжение на конденсаторе будет таким же 3/4 ЭДС. Итак, ну, давайте я куда-то здесь запишу 3/4 ЭДС. Итак, я думаю, это понятно, да, что в момент, еще раз, в самый момент, сразу, да, я делаю акцент, после размыкания ключа, здесь ток не пойдет, да, все, цепь тут разомкнута, а ток пойдет сюда, конденсатор-то заряжен, да, остался, и напряжение еще не разрядился, да, в этот момент, не начинает разряжаться, да, напряжение или заряжаться, да, ну, заряд такой же, да, остается в этот момент. И напряжение на пластинах конденсатора такое же 3/4 ЭДС. Поэтому ток пойдет сюда. И можно, конечно, бы догадаться, да, что ток, смотрите, ток, нас спрашивают, какой ток пойдет через источник, да, понятно, что вот такой же ток, точно такой же ток, который и был, будет равен ЭДС делить на 4R. Но это как-то надо доказать, да, что ток не изменится. Ну, давайте мы это докажем. Итак, ЭДС источника, оно будет равно сумме напряжений на конденсаторе плюс напряжение, которое падает на этот резистор. Итак, напряжение на конденсаторе УЦ плюс напряжение на вот этом резисторе. Напряжение на резисторе мы можем отсюда найти. Это ЭДС минус напряжение на нашем конденсаторе. Напряжение на конденсаторе именно сразу после размыкания осталось таким же, это 3/4 ЭДС. Вычитаем, получается 1/4 ЭДС. Так, 1/4 ЭДС, да? Хорошо. Тогда вот этот ток, не забываем, что ток такой же пойдет вот через у нас здесь как бы ток идет сюда, а отсюда вот ток вытекает, да? Так, значит, такой же ток пойдет через вот этот резистор R. Этот ток мы можем найти как по закону Ома для участка цепи. Напряжение, которое падает на этот резистор OR, на сопротивление этого резистора. На сопротивление этого резистора. Так, ну и осталось только подставить. Значит, напряжение у нас здесь на резисторе 1/4 ЭДС, да? Так, или ЭДС делить на 4. Делим на сопротивление этого резистора. Получается ЭДС делить на 4R. То есть, ребят, мы с вами, в принципе, доказали, что в момент размыкания ключа ток через источник, да, пойдет такой же. Ну, то есть не успеет измениться. Понятно. И равен ЭДС делить на 4R. Вот. То есть ток не изменится. Ток не изменится. Вот это очень важно, это мы с вами доказали. Так, ну и последний вопрос. Какое же количество теплоты выделится в цепи сразу после размыкания ключа?
ой, не сразу после, да, а когда ключ замкнули. Давайте рассмотрим следующую тогда картинку, следующая ситуация. Смотрите, следующая ситуация, когда, а, смотрите, ключ уже разомкнули, и какое-то длительное время прошло, что у нас будет дальше в цепи. Ребят, я уже не рисую третий резистор. В принципе, можно его вообще отбросить, да? Он нам не нужен, там ключ разомкнули. Я могу вот сразу вот такую схемку изобразить с конденсатором. Вот что мы получим. Итак, в установившемся режиме. Итак, ребят, вот что означает в установившемся режиме? В установившемся режиме, что все, конденсатор у нас, смотрите, тока нет, да, у нас конденсатор, а, ну, перезарядился, так скажем, да. А, так, тока не будет уже в цепи, конденсатор, он размыкает вот этот, размыкает эту цепь. И напряжение на этом конденсаторе будет, как мы видим, равно ЭДС этого источника. Так, хорошо. Ну а теперь мы можем записать смело закон сохранения энергии. Пишем закон сохранения энергии. Давайте, ребят, вспомним. В самом начале у нас конденсатор до размыкания ключа, у нас конденсатор был, естественно, заряжен до напряжения 3/4 ЭДС. Значит, он обладал у нас энергией. Так, энергия электрического поля заряженного конденсатора. Давайте найдем. Это С, емкость конденсатора на напряжение на пластинах. Это 4/3 ЭДС. Возводим квадрат и делим пополам. Замечательно. Будет ли у нас здесь работа источника? Смотрите, мы когда отключили, разомкнули ключ, мы не отключили конденсатор от источника. Поэтому, когда ключ разомкнули, естественно, конденсатор стал перезаряжаться, да, и через этот источник пошел какой-то заряд. Следовательно, работа источника здесь будет, да, присутствовать. Хорошо, равно. Дальше смотрим. Уже после замыкания ключа в установившемся режиме конденсатор у нас опять заряжен, да, до напряжения равно ЭДС источника. Следовательно, энергия этого конденсатора равна С ЭДС в квадрате пополам. И плюс, не забываем, выделилось какое-то количество теплоты, когда ключ разомкнули, да, вот в момент перезарядки конденсатора, да, понятно, что через, ну, здесь пошел какой-то заряд в цепи, и через резистор пошел заряд, он накрылся, выделилось тепло. И вот это тепло мы можем с вами из закона сохранения энергии найти. Так, ну и давайте, ребят, найдем работу источника. Итак, работа источника, еще раз вспомним формулу, это дельта Q умножить на ЭДС источника. Дельта Q, еще раз, это какой заряд прошел у нас через источник. Так? Мы можем посмотреть это, зная, как изменялся заряд на пластинах нашего конденсатора. То есть из конечного заряда на пластинах вычитаем начальный заряд на пластинах, да, умножаем на ЭДС. Равно. Дальше давайте распишем эти заряды Q2 и Q1. Как мы можем найти заряд в конце, да? Это заряд у нас будет Q2 здесь на пластинах. Как мы можем найти этот заряд Q2 на пластине? Нужно емкость конденсатора С умножить на напряжение между пластинами, которое равно ЭДС. Минус. Как найти заряд в начале, да, до размыкания ключа, емкость конденсатора на напряжение между пластинами, а оно у нас было равно 3/4 ЭДС.
умножить, не забываем еще на ЭДС. Ну, ЭДС здесь можно вынести за скобочки. В скобках будет, так, давайте смотреть, это будет 1/4, да? Так, это будет 1/4 С ЭДС в квадрате. Так, вот это работа источника. Ну и эту работу мы подставляем сюда, так, и дальше пошла уже математика. Находим количество теплоты. Давайте я сразу запишу ответ, что получается у нас 1/32 умножить на емкость С и на ЭДС в квадрате. Вот это ответ к нашей задаче, а точнее к третьему вопросу этой задачи. Так, ну, я предлагаю на этом пока остановиться. На следующем занятии мы порешаем еще задачи из финала физтеха. Я сейчас, ребят, выложу еще тестовую работу. Хотелось бы, чтобы вы подобные задачи сами самостоятельно порешали и закрепили вот полученные наши с вами знания.